Вот и прошло одно из самых масштабных мероприятий этого года – Международные интеллектуальные игры. Это событие, несомненно, оставило у всех массу приятных воспоминаний и впечатлений. Около 800 ребят из 18 стран мира приняли участие в таких соревнованиях, как «Будущий дипломат», «Хакатон» и во многих других. Безусловно, каждый из ребят запомнился нам по-своему, и многие из них еще долго не забудутся. Давайте же вспомним, как прошла эта замечательная неделя. Международные интеллектуальные игры – это различные соревнования, где важное значение имеют умственные способности и стремление к победе. В них приняли участие 44 школы из 18 разных стран мира. Важность этих игр отметил первый президент республики Михаил Ефимович Николаев. Само общение между детьми, которые действительно будут хозяевами 21 века, это говорит много, потому что вместе с ребятами здесь присутствует большое количество ученых, знаковых людей, учителей со всего, как говорится, мира. Поэтому сегодня закладывается большой фундамент республики, на базе которого мы еще выше поднимемся. Вот это самое главное. Я обращаюсь к детям нашей республики. Я постоянно подчеркивал, не стесняйтесь, будьте открытыми. Если вы будете открыты, то республика наша будет открыта. Смелее ездите. Вы с одного материала, как говорится, Творец нас создал, всех людей на земле. Поэтому не стесняйтесь, будьте открыты, общайтесь, ездите, узнавайте. И то, что вы увидели там, привезите на родину. На базе этого развивайте республику. В первый день нам удалось встретить иностранных гостей в аэропорту и узнать, чего же они ожидают от этих игр. Также нам удалось побывать во всех объектах проведения игр, включая место проживания участников и блок питания. Весело провести время с волонтерами не только из нашей республики, но и из Сахалина. А вечером в тот же день мы стали свидетелями торжественного открытия. Танцевальные ансамбли со всей республики подготовили грандиозное представление и познакомили наших гостей с главными ценностями Якутии. Бомба эмоций, ведь мы выступили наконец-то, обрадовали всех участников, настроили их на хорошую и победу игру. Это так жарко, но прям я даже не Все ли прошло так, как хотели? Пошло даже лучше, чем мы ожидали. Следующий день ознаменовался первыми этапами Олимпиады Туймада и деловой игры «Дипломаты будущего». Все больше интерес к науке и межнациональным отношениям. Тандем двух этих сфер человеческой жизни называется международной научной дипломатией. После всей проделанной работы они могли отдохнуть и получить заряд энергии на следующий день от культурного мероприятия, включающего в себя водные битвы, дискотеки и многое другое. What do you think about Republic Саха-Якутия? I think it's a really nice place. Я считаю, что это очень красивый край. Мне говорили, что здесь холодно, но сейчас середина лета. Мне здесь очень понравилось. Якутия обладает очень богатой культурой. Это я понял после вчерашнего мероприятия. Также я знаю, что она славится другими достояниями, такими как хаски, мамонты. Я думаю, что теперь больше людей захотят узнать о республике. 11 июля началась научная конференция в Кфене, где эксперты Science Fair провели мастер-классы. Параллельно этому прошли соревнования по 3D-моделированию. Некоторые участники посетили величайшую достопримечательность – царство вечной мерзлоты. Да, мне очень здесь нравится, что это особенность Якутии. И то, что скульптуры, да, все очень красиво сделано и, правда, прохладненько немножко. Мне кажется, здесь особенно интересно будет фанатам «Игры престолов», потому что очень крутой трон, на нем можно пофоткаться. Ну и, в принципе, здесь все выглядит впечатляюще. А ближе к вечеру ребята познакомились с представителями различных национальностей и культур.
С раннего утра следующего дня будущие программисты соревновались друг с другом на соревновании IT Hackathon, а юные исследователи защищали свои проекты на платформе Milset. После обеда ребята даже успели поиграть в футбол, который был посвящен чемпионату мира 2018 в России. На поле стояла особенная атмосфера, так как болельщики поддерживали команды, тем самым воодушевляя игроков выкладываться на полную. Я пришел сюда по своему желанию, очень долго ждал, когда устроят соревнования по футболу. Я очень люблю смотреть такие виды мероприятия. И, в принципе, сам пришел, решил сходить. Как раз апелляция закончилась, и я должен расслабиться. Ну а вечером, кроме развлечений, участников по направлениям 3D-моделирования и дипломата будущего ждала самая приятная часть соревнований. Первая церемония награждения за всю неделю. У меня куча ярких впечатлений, куча эмоций, новый опыт, конечно же, и новые достижения. Так как игры проводятся здесь впервые, это для нас большая честь участвовать в этом конкурсе. И для нас было шоком, что мы победили. 13 июля запомнилась увлекательная экскурсия в этнокомплекс «Усадьба Атласовых», где ребята окунулись в историю народа Саха. Далее состоялись соревнования и игры роботов, состоящие из 3 этапов – кольцевые гонки, грузовой порт и сумо. После того, как у тебя не бывает напарника, у тебя такое чувство, как будто ты ничего не сможешь сделать, и потом есть мотиваторы, например, руководитель, друзья, они поддержат в любой момент, и можно настроиться на победу и готовиться без остановки. В это же время прошла международная школьная конференция Global Conference. Мероприятие прошло в игровой форме, во время которой юные дипломаты перенеслись в будущее и предположили, какие технологии будут актуальны. И вот, после насыщенного дня участников конференции международных интеллектуальных игр и Олимпиады Туймада наградили за упорный труд и огромный вклад в науку. На самом деле, это были отличные научные игры. Организаторы игр потрудились на славу. И также мне понравилась организация нашего блока. И от лица всей команды Румынии хочу сказать, что нам всем очень понравилась Якутия. Завершающим мероприятием стало торжественное закрытие игр, которое состоялось в спорткомплексе «Триумф». Если неделю назад на открытии ребята увидели классических мамонтов, то на закрытии перед ними были представлены мамонты через призму 3D-моделирования. И это говорит о том, с какой скоростью развиваются современные технологии и человеческий интеллект. Ребят приветствовали космонавты с МКС Олег Артемьев и Сергей Прокопьев. Дорогие коллеги, уважаемые участники международных интеллектуальных игр Якутии, от всей души поздравляем вас с успешным окончанием большой научной гонки. За короткое время пребывания на Дальнем Востоке Российской Федерации в Якутии вы стали друзьями. Мы надеемся, что ваша дружба обязательно продолжится в будущем. А кто-то продолжит дружбу по переписке, а другие, может быть, в будущем встретятся и будут вместе работать в большом научном проекте. Это замечательно, что именно в городе Якутске, в России начинается ваша дружба и будущее сотрудничество. Миру нужны ученые, миру нужны новые открытия, ваши открытия. Давайте исследовать и познавать мир вокруг и космос вместе. Давайте заниматься наукой, давайте заводить друзей, чтобы вместе совершать открытия. Космонавт Роскосмоса Олег Артемьев и Сергей Прокопьев. Конечно же, главным и самым волнительным моментом стало оглашение вручения гран-при по итогам конференции конкурса Якутск International Science Fair. Также школе-победителю был вручен большой кубок международных интеллектуальных игр. С минуты на минуту здесь, в Триумфе, начнется закрытие международных интеллектуальных игр. When the sun begins and day
Просто сейчас я очень весело, у меня мысли путаются. Я обзавелся очень новыми, интересными знакомствами. Эти игры привносят мне новый опыт. Ну, очень здорово здесь. Здесь очень классная атмосфера. Дети, хорошая атмосфера. И то, что эти игры международные, придает этому особый шарм. То есть дети делятся между собой опытом, знаниями. Теперь у нас есть друзья по всему миру, и это здорово. Очень хорошо, настроение хорошее. А как проходила подготовка? Очень сложно было, но я старалась. Скажи какие-нибудь пожелания ребятам, участникам. Я им желаю успехов, хороших. Пусть всегда участвуют в конкурсах. Якутия вас ждет снова. Вот и прошло прекрасное закрытие Международных интеллектуальных игр 2018. Увидимся через несколько лет. Dear friends, the first Yakutia International Science Games is over. There is no doubt that every single one of participants became dear to us, and we will remember everybody for a long time. So let's remind ourselves how exactly past week went. To continue to do science, make friends, to make discoveries together. Национальном университете Сингапура. Of course, the main and the most exciting moment was the announcement and handing in of the Grand Prix. События этих международных интеллектуальных игр навсегда останутся в наших сердцах. Мы рады, что стали частью этого воодушевляющего мероприятия и, несомненно, будем скучать по этим чудесным дням. Каждый из нас внес частичку своей души, чтобы эти соревнования стали поистине грандиозными. Несмотря на то, что эти игры проводятся у нас впервые, они уже дали многим ребятам мотивацию на дальнейшее развитие. Мы уверены, что в следующий раз соревнования выйдут на новый уровень, охватят еще больше стран и участников. На такой прекрасной ноте мы завершаем наши дневники, но не прощаемся с вами, а говорим до скорой встречи!